Вы знаете, что в казахском языке нет отдельного слова «тоже». Это слово мы образуем с помощью частиц «да», «де», «та», «те». Например, «менде» – «я тоже», «сенде» – «ты тоже», «сезде» – «вы тоже», «олда» – «он» или «она тоже». Еще один важный момент: в казахском языке отсутствует категория рода, поэтому «ол» может быть и «он», и «она», и «оно». Теперь вопрос. После чего добавляем «да-де», после чего «та-те». Если ваше слово заканчивается на глухие согласные, это «к», «қ», «п», «ф», «т», «ш», «с», то вы добавляете либо «та», либо «те». А после всех остальных звуков добавляете либо «да», либо «де». Также без внимания не остаются твердость и мягкость слова. Если ваше слово твердое, то добавляете «да», «та». Если ваше слово мягкое, то добавляете «де», «те». Айдана – да, Әсел – де, Руслан – да, Рүстем – де, Талғат – та, Ермек – де. А теперь самое важное. В казахском языке есть суффиксы «да», «де», «та», «те», которые показывают на местоположение предмета и пишутся слитно. Например, Алматыда, Ақтөбеде, Шымкентте. То есть в Алматы, в Актюбе и в Шымкенте. И есть частицы «да», «де», «та», «те», которые пишутся раздельно и означают «тоже». Например, Алматыдада, в Алмате тоже, Астанадада, в Астане тоже, Шымкенттеде, в Шымкенте тоже. Теперь вы знаете, как по-казахски сказать «тоже» и разницу между суффиксами «да», «де», «та», «те» и частицами «да», «де», «та», «те». Надеюсь, это видео будет для вас полезным.